Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана провел заседание Государственного совета безопасности. В Ашхабад с официальным визитом прибыл советник премьер-министра Японии. Хоккеисты сборной Туркменистана с победой стартовали на зимней Азиаде в Харбине. И другие новости. Президент Туркменистана, верховный главнокомандующий вооруженными силами страны, генерал армии Сердар Бердымухамедов провел заседание Государственного совета безопасности, на котором рассмотрены итоги работы военных и правоохранительных органов за январь. Глава государства отметил важность модернизации материально-технической базы вооруженных сил страны, повышения профессионализма кадровых военных и воспитания молодежи в духе безграничной любви к Отечеству. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу со специальным советником премьер-министра Японии Акихисой Нагашимой, прибывшим в Ашхабад с официальным визитом. В ходе встречи стороны обсудили положительную динамику туркмено-японских отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической, социальной и культурно-гуманитарной областях. Гурбангулы Бердымухамедов пригласил японскую сторону принять участие в международном форуме высокого уровня, посвященном 30-летию нейтралитета Туркменистана, который состоится в Ашхабаде в декабре этого года. В рамках визита Нагашима также встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Глава государства подтвердил готовность к дальнейшему развитию туркмено-японского сотрудничества. В свою очередь, специальный советник премьер-министра Японии выразил надежду на участие туркменской делегации в работе Всемирной выставки Экспо-2025 в апреле текущего года в Осаке. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление, в соответствии с которым Министерству Адалат разрешено проектирование административного здания органов Адалат в Туркменбаши и Дашогуз. Документом предписано начать строительные работы в феврале 2025 года и сдать административные здания с полной готовностью к эксплуатации в январе 2027 года. В Душанбе состоялась 6-я встреча специальных представителей по Афганистану в формате Центральная Азия – Европейский Союз. Туркменскую делегацию на заседании возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмед Гурбанов. В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по приоритетным вопросам региональной безопасности и развития, а также проблемам, связанным с социально-экономической ситуацией в Афганистане. Пассажирские перевозки на водородных аэромобилях могут начаться в Казахстане уже в первой половине 2026 года. Об этом заявил министр транспорта Марат Карабаев во время пресс-конференции. Первый маршрут летающего транспорта соединит Алматы и город Алатау. По словам министра, аэромобили представляют собой компактные летательные аппараты на водородном топливе, способные перевозить до 5 пассажиров. Технология активно разрабатывается компаниями из Южной Кореи и США. Теперь и казахстанский бизнес проявил интерес к развитию этого направления. Ученые из Университета медицинских наук Нью-Мексико выяснили, что концентрация микропластика в тканях человеческого мозга выросла в 1,5 раза за последние 8 лет. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что у пациентов с деменцией содержание пластиковых частиц оказалось в 10 раз выше нормы. В рамках исследования ученые проанализировали образцы тканей человеческого организма, взятые в 2016 и 2024 годах. Результаты показали значительное увеличение концентрации пластиковых частиц в мозге, печени и почках, что напрямую коррелирует с общемировым ростом пластикового загрязнения. Хоккеисты сборной Туркменистана победили команду китайского Макао в матче первого тура группового этапа на 9-х зимних азиатских играх в Харбине. Встреча завершилась со счетом 26-0. Во втором туре 6 февраля сборная Туркменистана сыграет с командой Индии, а завершит групповой этап 9 февраля матчем против китайского Гонконга. С 14 по 23 февраля в Ашхабаде состоится Кубок Федерации футбола Туркменистана. В турнире примут участие 6 команд: Аркадак, Ахал, Шагадам, Мерв, Ашхабад, Небичи. Все матчи примет многофункциональный стадион Ашхабад. Согласно регламенту, турнир пройдет по круговой системе. Победитель определится по наибольшему количеству набранных очков. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.